Как далеко, далеко. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу на примере своего авто. Покажу, как меняется антифриз во второй печке. Да и вообще, как бы меняется антифриз. И какой вид утепления именно для Якутии. Поэтому смотрите, не переключайтесь. Но нужен подъемник. Поэтому я уже машинку на подъемник загнал. Сейчас остается ее приподнять. Буду сейчас антифриз менять, трубки утеплять, печки. Потом, что еще потом? Ну, может, бампер сниму, передок утеплю. Ну, как. И еще будет вариант такой, что хочу поменять эти сигналы. Сигналы хочу поменять. Ну все, не переключайтесь. Ну, пойду. Покажу, короче, что у нас есть здесь в автосервисе. Автосервис Апгрейд. Вот ребята. Администратор наш Владислав. Все, быстренько пройдусь, тут что есть. Ну, изготовление автоброни. Пока этот человек у нас маленечко заболел. Вот, автоброня пока не работает. Здесь у нас есть токарь-сварщик. Хоба-хоба. Вот, все есть. Токарный станок. Ну, сегодня вот как. Короче, Алексей сегодня у нас выходной. Вот его рабочее место. Тут стружка. Обращайтесь, есть все. Засверлиться. Тут тоже подъемничек у нас. Джипы делает. Вон коробочку разобрали, скинули. Вот. Коробку скинули. Все тут. Такие дела. Карабас, раздатка. В общем, ребята, всем занимаются, обращайтесь. Чуть-чуть грязновато, но это чисто рабочий беспорядок, ребят. Тут как бы ничего не поделаешь с этим. Убирайся, ну, можно убраться, конечно. Но один фиг там через неделю опять тут все будет такое же. Итак, теперь сюда. Мне надо сюда. Ну, это как бы мой бокс. Ну, тут сейчас чуть-чуть на тюнинге машинка, на полной прокачке. Вот нашего хозяина. Ну, автосервис. На полной прокачке. Шумоизоляция тут. Магнитофон TS. Колонки четкие. Смотрите, все тут. Все это делается. Ну, персонально каждому подход, в принципе. Вот, теперь моя задача. Вот TS. Эклипсовский. Вот так вот. Такая прокачка, ребята. Тисовский 2К монитор. 2К. Вот так вот он выполнен. В принципе, небольшое такое отступление. Вот он TSCC3 2К. Тоже дорогущая штука. В общем, мне нужен вот этот, какие-то моменты. Тазик. Антифриз. Ну и все, в принципе. Так, ну сервис гремит, долбит. Ага. В общем, ребята, буду менять антифриз. Вот такой Синтек. У него все классификации, короче. G13, G13 плюс. Вот. G12 евро. В общем, самый четкий антифриз, который есть, ну, сейчас именно у нас на рынке представлен, который реально крут. Ну, минус 40. Почему минус 40? Да мне не надо минус 50. Я не думаю, что у меня колом где-то я замерзну. Но если колом замерзну, там уже другие разговоры. Сейчас сливаю. Заднял, задрал. В общем, надо отпустить вот эти шланги, которые идут на печку. Пусть сливается. Итак, специальный есть трубочка специальная. Вот такой нужен шланчик небольшой. Вон краник. А буду отсюда сливать. В общем, ребята, такую закономерность увидел. То, что из блока ничего не вытекает. При условии, что вы все спустите через шланчик. Вот такой шланчик надо иметь. Ничего не вытекает с блока. Так что не обязательно откручивать блок.
У кого вторая печка есть, ребят, у кого вторая печка есть, тому не обязательно с блока сливать. Все сливается так, через печку, как я понял. В общем, снимаю вот эту вот штуку, защиту. Сейчас буду утепляться. Пенофольчиком буду обматывать все трубочки. Буду утеплять. Так, еще бы по идее вот эту снять. Ладно. В общем, начну сейчас, пожалуй, утеплять эти трубки. Ага, тут крепежка есть. Сюда тоже залезу, наверное. Эту крепежку стоит отпускать, нет? А, на все на этом. Вот на щелчке. О, ты, что это было? А, вон оно что было. Вот так вот держится. Угу. Ну все. Сейчас буду утепляться. А, ну сперва вытряхну вот это вот дело. Ну вот, как-то так, ребята, должно получиться. Чем больше стяжек, тем лучше. Вот так все утепляется. Сейчас еще сюда парочку. Сюда еще парочку зафигачу. Потому что тут камни вот сюда летят. Можно пробить. В общем, как-то так. Еще такой момент, ребята. Вот здесь вот крепежка. Чтобы нормально тут все утеплить, приходится ее сдергивать. Она вот здесь вот пластиковая. Так чик втыкается. Пришлось мне немножко колхоза сделать. Сюда и сюда. Затянуть, чтобы трасса вверх поднялась. Ну, вот примерно как-то так получается. Вот такие дела. Ну а по-другому никак. Просто будешь улицу греть, да и все. Просто будете греть улицу. Сейчас щитки поставлю на место. Все поставлю. И опять выйду на связь. Так, ну что получилось? Экраны утеплены. Экраны на месте. Все, теперь у меня двигатель не будет. Машина не будет греть вот этой теплотрассы. В общем, рассказываю. Снял бампер. У меня тут такие моменты есть. Вот трещина. Сейчас подделаю. И одна крепежка бампера отвалилась последней встречей с собачкой. В общем, эту сторону затянул вот так. Протянул тут пенофол снизу, чтобы нигде ничего не затягивало. Здесь решил оставить, чтобы чуть-чуть хотя бы воздух холодный был. Слишком морду прям утеплять нельзя. Сейчас вот эти буду снимать. Митсуба. Поставлю волговский. Здесь рассказываю. Вот помпа. Под бампером помпа инвертора. Вот такой момент есть. Инвертор. Вот она, помпочка. Кому надо, смотрите. Выглядит вот. Это инвертор охлаждается. Сейчас пенофол сюда заведу. Обмотаю пенофольчиком тоже его. Ее отдельно, наверное. Так, в общем, если кому нужны Митсуба Альфа 2. Не помню, за сколько я их покупал. Настоящая Япония, короче. Вот. Настоящий японский. Что, обращайтесь, продам. Поставил себе волговский. Специально для этого бампер снял. Вот так вот. Сюда их. Никому не мешались. Вот так вот. Специально, чтобы нигде ничего. Послушаем, как... Ну, они, конечно, по кучерявому. По кучерявому, конечно. Это уже другое. Это уже другой расклад. Попробуй не услышать, называется. В общем, всем рекомендую поставить волговские сигналы. Итак, одеваю бампер, короче. А да, у меня косячок был. Чуть-чуть подклеил вот этот. Специальные такие штучки.
отклеил. Сейчас их надо откусить просто. Усики. Ну вот примерно должно получиться как-то так. Там, короче, сзади пространство есть, чтобы если никакой картонки, ничего нету. Если температура повысится, вентиляторы включатся, будет выдувать. Так что выдует. В общем, последний штрих. Вот я вот так вот утеплил пенофольчиком. Подкрылки, видите, все глухо, как в танке. Сейчас защиту дна сделаю. Вот так наклеил на нее пенофол, чтобы отражение было. И вообще четко, как термос будет. Так, установил автоброню. Короче, вот так называется автоброня. В общем, я ее не рекомендую, но это по-уродски крепится. Прям вообще. Слишком вот это слишком много. Я где-нибудь по снегу проеду. Все туда засосу. Раньше вот такая вот была защита. Вот до сюда закрывала. Так что не рекомендую вот эту защиту. Еще, тем более, вот крюк они еще положили. И по идее вот должна была быть вот такая фиксация. Вот эти всегда намертво были у меня прикручены. Ну, на другой броне. На этой вот такая вот херня. Плюс пришлось отогнуть. Отогнуть маленько пришлось. Ну как отогнуть? Кувалдой, короче. Захерачить. Вот. Здесь почему-то вообще подкрылок подмяло. Мне так это не понравилось. Еще надо будет потом пару раз молоточком зафигачить. Все, ставлю колеса. Прибираюсь. Да домой нафиг. Руки грязные. Ну еще раз. Результат проделанной работы. Установлены волговские сигналы. Установлена защита дна. Утеплена трасса Е95. Трасса утеплена полностью, чтобы я ничего не терял. Теперь у меня на повестке дня шумоизоляция, теплоизоляция салона. Все, буду отпускать, да выгоняться уже. Ну вот так должно получиться. Такую морду, ребята, такую морду одевать в намордники, ну это просто ужас. Такую морду надо вот так держать. Закрывать по-нормальному. Так, ну-ка сигнал. Ну-ка. Теперь меня услышит любая собака. Все. Мамания, мамайн. Все, ребята, всем пока. Обращайтесь на утепление трубок. Ну все. До связи. Так, сегодня 5 ноября, на улице минус 18 градусов, антифриз Сибойло. Колом. Специально для Якутии. Делайте правильный выбор. Минус 50.